Вот и все, лето собирает чемоданы. Впору начинать листать легенды осени. И мы начнем наш кинопоход тоже с легенд, правда, о «Зеленом рыцаре». Мелодрама с элементами фэнтези от режиссера Дэвида Лоури была снята по мотивам поэмы XIV века. Ее автор неизвестен, зато именно эта английская поэма считается образцом рыцарского романа, которая рассказывает нам о приключениях племянника короля Артура, сэра Гавейна. Фильм должен был отпремьерить еще в 2020 году, но дела пандемические, как знаем, помешали не только этому. Картина перенесет нас во времена, когда честь была превыше всего, в силу магии верили безоговорочно, а рыцари круглого стола были далеко не легендой. В главной роли мы увидим Дева Пателя. Мы все запомнили этого яркого британского актера индийского происхождения после громкого скороносного триумфа ленты Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб». Сейчас его амплуа неоднозначное и сложное. Сэр Гавейн – герой не из положительных. Неоднозначно и сложно – так можно охарактеризовать и режиссерское видение средневековой поэмы. Много символизма, отступления от канонов. Лоури много чего добавил от себя. А кинокритики советуют предварительно ознакомиться с первоисточником. Особенно выделяют визуал. И за это спасибо оператору Эндрю Палермо. Виды средневековой Англии впечатляют. Красота природы молчалива, монолитная и совершенно равнодушна к человеку. Стиль величия – вот слово для картинки ленты. Уверена, вы обратите внимание и на звуковой ряд в картине. Так вот, он принадлежит Дэниелу Харту, у которого работ в кино более 20. Чего не скажешь о молодом режиссере Лизи Джой, которая всему миру представляет свой кинодебют под названием «Воспоминания». И скажу откровенно, для дебюта неплохой актерский состав. Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тэнди Ньютон и многие другие. Картина отправит нас немного в будущее. Правда, недалекое. Акцент все же на теме экологической. Город Майами почти полностью ушел под воду из-за глобального потепления. Но частный детектив по имени Ник с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Не обошлось в научно-фантастической ленте без любовной коллизии. Здесь провоцирует роман «Ключи». Возможно, есть в этом и некий символизм. Любовный нуар именно такую характеристику получает картина в устах некоторых кинокритиков. Почему фильм печален, как он советует нам разобраться в потемках чужой души, почему Хью Джекман гениален, узнавайте сами, перед большими экранами. Ну а для любителей найти все проблемы в поверхностной интернет-жизни добро пожаловать на премьеру ленты «Главный герой». Комедия с элементами боевика от режиссера Шона Леви перенесет нас и главного героя, в роли которого, к слову, Райан Рейнольдс, в видеоигру Free City. Игра, в которой игрокам доступно все и ничего за это не будет. Но главным действующим лицом становится простой парень, клерк банка, которого везучим-то не назовешь, но который почему-то вдруг обретает собственные желания и начинает бороться со своей однотипной жизнью. В общем, если вы не знакомы с игрой, то картина немного собьет настройки. Ведь главный герой, парень в голубой рубашке, будет решать триединую задачу, какую узнаете сами. А также почему лента напомнит нам «Ночь в музее» и «Шоу Трумана» и даже «День сурка».